Почему Североказахстанский историко-краеведческий музей – это не только старые фотографии и чучело зайца? Чему посвящена каждая из панорам экспозиции? Сколько нужно пройти залов, чтобы совершить путешествие от палеолита до нашего времени? Обо всем этом в новом выпуске проекта «Welcome to Kazakhstan». Наверное, в каждом провинциальном городке есть свой краеведческий музей, но во многом они похожи. Сегодня мы попытаемся вам доказать, что Североказахстанский историко-краеведческий музей – особое место, которое не оставит равнодушным ни одного гостя. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Появился музей в далеком 1924 году. С тех пор его коллекция неоднократно меняла место хранения, пока в 1968 году для этих целей государство не предоставило дом купца Аркеля. С тех пор музей рос и накапливал архивы. В 1985 году был открыт раздел изобразительного искусства, а уже в 21 веке прошла масштабная реконструкция залов. Здание музея некогда принадлежало зажиточному купцу, и вполне возможно, что именно это убранство встречало его гостей более 100 лет тому назад. Пианино с канделябрами, деревянная резная мебель, часы с боем. Воспоминания о былой роскоши. Вообще, это, конечно, здание очень удивительное по своему архитектурному строительству. Вот это, обратите внимание, но это легенда. Какие толстые стены между залами у нас и наружные стены. Но по легенде говорят, значит, что они полые, пустые. И здание уникально тем, что оно отапливалось в нижней части в то время, с конца XIX века. Внизу отапливалось, а тепло шло между стен, и таким образом тепло распределялось. Это конец XIX века. Застройка велась, значит, из местного красного кирпича, обожженного красного кирпича. Мастерские кирпичные находились здесь же у нас в городе. Малахов, известный строитель у нас был. Не оштукатуренные были здания. При строительстве, вы видите, как, если посмотреть на здание нашего музея, оно вообще уникально по своей вот именно кладке кирпичной. Здесь присутствуют элементы и модерна в то время, и стиль такой, значит, эклектики, и, значит, ампира. И вот это вот сочетание всех нескольких архитектурных стилей в то время назвали стилем сибирское барокко. Начинается экскурсия по музею залов, посвященных флоре и фауне Северного Казахстана с древнейших времен. Археологическим находкам отведена значительная часть выставки. Жемчужина коллекции бивни мамонта, найденные неподалеку от Петропавловска в 1923 году. Возраст находки превышает 10 тысяч лет. Кроме бивня есть тут и коренной зуб древнего родича слона. Также в экспозиции представлены останки шерстистого носорога и древнего длиннорогового бизона. Следующие залы представляют быт древних обитателей Северного Казахстана. Каждый период развития человечества от палеолита через неолит и бронзовый век к веку железному представлен крайне детально. Все экспонаты подлинные, особенно интересны находки с раскопок Батая, места, где впервые в истории человечества приручили лошадь. А
это не просто череп, а уникальное свидетельство развития древней медицины. В нем есть отверстия. С помощью них происходила стимуляция мозга. Как считают ученые, череп мог принадлежать шаману. Найден он на раскопках батайской культуры. Железный век, пришедший на смену эпохи бронзы, стал временем освоения новых видов оружия. Начались войны за территорию, власть и ресурсы. Неудивительно увидеть в зале, посвященном Железному веку, кинжал или же лук со стрелами. Впрочем, представлены здесь и предметы быта того времени. В ноябре 2006 года нашу экспозицию музея посетил Нурсултан Абишевич Назарбаев, который дал высокую оценку и назвал наш музей одним из лучших музеев республики. Конечно же, постоянно ведется работа по обновлению экспозиции. В 2016 году была создана новая экспозиция зала образования казахского ханства и казахской этнографии, а также зала Северо-Казахстанской области в годы независимости, и в которой также отражена деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Залы, рассказывающие о казахской культуре, предсказуемо самые богатые на экспонаты. Тут и ковры тканые и войлочные, и вышивка, а также орнаментированные изделия из кожи, дерева, богатейший комплекс ювелирных украшений. Значительную часть коллекции составляют оружие и амуниция казахских воинов. находимся в зале образования казахского ханства и казахской этнографии. Одними из уникальных экспонатов, которые представлены в данном зале, является традиционный женский костюм. Датируется он с началом 20 века. Это камзол, платье с вышивкой и головной убор кимишек. Его женщина одевала после рождения первого сына. Туфли кибыс, они у нас идут серебряными заклепками. Их себе могло позволить лишь привилегированное население. И не было различия в колодках, то есть на левую и правую нога не подразделялась. Подзоры у нас представлены в данной витрине, они прошиты золотыми и серебряными нитями. Подзорами закрывалась нижняя часть кровати, чтобы не видно было ножек. Из самых уникальных экспонатов этого зала можно назвать кресло Идриса Кажи XIX века, переданное в дар музею в 50-е годы прошлого столетия. Оно аутентичное, сделано из бархата и рогов тура, животного, которое вымерло в 17 веке. Все следующие залы посвящены истории Петропавловска. От строительства крепости Святого Петра в 1752 году до наших дней. Особое внимание уделено периоду расцвета купечества в XIX веке, революции 1917 года, участию североказахстанцев в Великой Отечественной войне. Оказавшись в Петропавловске, найти Североказахстанский областной историко-краеведческий музей будет совсем просто. Расположен он на улице Конституции Казахстана, к которой ведут практически все дороги. Все-таки длина этой живописной пешеходной улицы почти 3 километра. Музей вы найдете по адресу улица Конституции Казахстана, 48. Но не поленитесь и прогуляйтесь по всему проспекту. Очарование купеческих домов рубежа 19 и 20 века того стоит.
Североказахстанский краеведческий музей – это не просто стандартная локация для гостей города. Здесь действительно можно совершить увлекательное путешествие от древнейших времен до наших дней и понять, как же зародилась и из чего складывалась современная культура Казахстана.